Ежедневно в Центр по трудоустройству за границей обращается около сотни человек. Большинство из них планируют уехать в Россию. В связи с изменениями в миграционном законодательстве Федерации многие кыргызстанцы приходят за дополнительной информацией. Говорят, что сейчас в России законы стали более строгими. Если не соблюдать все правила, могут депортировать обратно. Поэтому я пришел в центр, чтобы получить полную информацию. Проверяю, не попал ли я в черный список. Основные изменения, которые вступили в силу 1 января этого года в законодательстве Российской Федерации. Срок пребывания в России сокращен. Теперь иностранные граждане могут находиться в стране не 180, а только 90 дней. После окончания этого срока для повторного въезда необходимо находиться за пределами России не менее 90 дней. Для более длительного пребывания требуется трудовой договор, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Мигранты с неправильными или просроченными документами подлежат депортации. С 5 февраля 2025 года нарушители миграционного законодательства могут быть выдворены из страны с последующим запретом на въезд. Полиция и миграционные службы России усилили проверки. Ужесточены правила регистрации. По новым требованиям мигранты обязаны зарегистрировать адрес проживания в установленные сроки после прибытия. В случае отсутствия регистрации возможны штрафы или депортация. По официальным данным, в настоящее время в России находится 334 тысячи кыргызстанцев. Из них 72 тысячи проживают там незаконно. Такая информация была опубликована на сайте Migrant KG. О том, как новые правила влияют на кыргызстанских мигрантов, в нашей съемочной группе рассказал соотечественник по видеосвязи. Сейчас регистрация вступила в силу. Нужно обязательно быть зарегистрированным в базе данных. Если фактическое место проживания не подтверждено, могут депортировать. Посредники оформляют регистрацию в общественных местах и хостелах. Но через 10-15 дней такая регистрация исчезает из базы. Те, кто не знает об этом, думают, что все в порядке, и они числятся в системе. В Министерстве иностранных дел нашей страны сообщили, что мигрантам дали время. До 30 апреля нужно урегулировать все вопросы с документами и строго соблюдать законодательство. Правоохранительные органы России активно контролируют их выполнение. Россия Федерацияның аймағында жүрген 72 мыңға жақын жараныбыз мыйзамдарын. Почти 72 тысячи наших граждан находятся в России с нарушением закона. Мы разъясняем им правила пребывания. Раньше многие кыргызстанцы ехали в Россию, договариваясь с друзьями, родственниками или через другие связи, и работали без официального трудового договора. Новые законы, с одной стороны, помогают навести порядок и определить точное количество наших граждан в России. Мигрантам необходимо всегда иметь при себе паспорт, миграционную карту, трудовой договор и регистрацию. Ведь сотрудники правоохранительных органов имеют право в любое время проверить документы. Кроме того, работодатель должен официально оформить сотрудников в соответствии с новыми требованиями. В случае возникновения проблем кыргызстанцы могут обратиться в посольство Кыргызстана в России. Айтунук Мамытова, Зайнат Ибраимова, Мунар Арзыбек улы, ЛТ Рош.